Дорогие друзья, вот мы здесь находимся по дороге в Атабеит. Сегодня, знаете, 7 апреля. Вот здесь находятся неизвестные лица. Они говорят, что они медики, на руках у них нет ни одного документа, ни удостоверения личности, кто они такие. Представители Нацгвардии показали, по крайней мере, свои документы. На свое усмотрение... Нет, подожди, кто ты такой? Представься, хорошо, я с тобой согласна. Кто ты и кто тебя откомандировал? Вот кто такой? Вот посмотрите, несколько человек. Я понимаю, тебе тяжело. Я должна знать, кто ты, почему ты должен проверять. Объясни мне, да? А может, я проверяться не хочу? Вот понимаете, да? Вот таким образом непонятно. Обращение к министру здравоохранения. Он только что отметил, что милиция, врачи работают в местах обсервации. Что дорога в Бешкунге или в Байтике является местом обсервации? Объясните мне, пожалуйста. И кроме того, он имеет право разворачивать, кого хочет пропускать, кого не хочет пропускать. А если вот сейчас будет кто-то зараженный? Я тебе хочу сказать, представьте, кто ты такой. Я не буду вам представлять. Да, в жаре стоишь. Кто? Кто такой? Я предоставила свой паспорт, удостоверение личности. У меня стоит пропуск для тебя специально. Это у водителя да, пропуск. Хорошо. То ты представься. И вот вы представьте, старший, как вас зовут? Темирбеков Ислам Бобекович. Все, уважаемый министр, это для вашего сведения. Если вы выпускаете своих врачей в таком снаряжении, в таких помятых халатах, еще замерять людей, неизвестно, вы ведь сегодня ВОЗ отмечает, что на перчатках остается огромная масса вирусов. Эти люди подходят близко, это близко подходит, останавливают машину на свое усмотрение. При этом здесь на посту управляют военные люди. Кстати, Национальная гвардия, это военный пост. Сегодня должен здесь стоять милицейский пост. На основании чего представители Национальной гвардии здесь организуют свои посты. Вот такое отношение к управленческой системе в период кризиса. Вот посмотрите, он идет просто никто, неизвестно кто такой, с чем. Ни одной бумаги не имеет. Закрепил. Покажи мне бумаги. Обращайтесь. Да, кому обращаться? Талаю Качканбаевич. Кто такой Талай Качканбаевич? Он Хорошо, товарищ министр здравоохранения, предупреждаю, такое отношение к врачам, в такую жару, они говорят, мы должны стоять и проверять. Так почему эту работу не сделать системной, но без вмешательства в движение, и функции, каждая структура должна свои функции выполнять. Вот посмотрите, кто вот это, Нацгвардия или врач, или кто, или бандит из большой дороги. Отметьте, пожалуйста, объясните. Сегодня вооруженные люди не умеют в мирное время стоять на блокпостах. И это согласно закону о чрезвычайном положении. Если мы имеем государственный переворот или какой-нибудь конфликт, то тогда да, военные люди могут стоять. А сегодня вот такая картина. Да, жаль, что 7 апреля столько людей погибло для того, чтобы вот так сегодня управляли. Управляли страной, поэтому езжай.